Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Начнем выпуск с официальной информации. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ об освобождении секретаря Совета безопасности Мухаммада Килба от занимаемой должности согласно поданному заявлению. Валерий Бганба также подписал указ о назначении исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Идриса Караусманаглы. Идрис Караусманаглы – выпускник юридического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета. В разные годы работал в аппарате Кабинета министров Абхазии. С 2015 года статс-секретарь Государственного комитета по физической культуре и спорту. Прошло очередное собрание Совета старейшин Абхазии, на котором руководители всех районных советов республики обсудили политическую ситуацию в стране и предстоящие выборы президента. С подробностями Сария Кварцхелия. Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба выразил обеспокоенность в связи с последними политическими событиями, произошедшими в стране. У абхазов всегда были такие отличительные черты, как почитание старших, уважение друг к другу, все, что называется абсура. А такого рода события разрушают основу государственности и радуют наших недругов, отметил он. Хазхампшар хара дагизмаха яйва хара хала хабстазара зишекургулом и хацява шпна харту хколот уяджги азин хамадзе. Присутствовавшие на встрече председатели советов старейшин из всех районов страны также высказали мнение, что предстоящие выборы президента Абхазии должны пройти на фоне консолидации общества с учетом важности этого события. На встрече Совета старейшин была принята резолюция, в которой говорится о том, что выборы президента страны должны пройти в соответствии с законодательством и морально-этическими нормами абхазского народа. Сария Кварцхелия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. 16 января в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения под руководством Тамаза Цахнаки состоялись рабочие совещания с главами подведомственных фондов и государственных учреждений, а также руководителей управлений отделов вновь созданного министерства, сообщает пресс-служба ведомства. Как отметил в ходе работы министр, вне зависимости от внутриполитической ситуации, сотрудники Министерства здравоохранения и соцобеспечения обязаны активно работать и достойно выполнять свой профессиональный государственный долг. А главная задача ответственных лиц – своевременное обеспечение граждан Абхазии медицинской помощью и различными социальными выплатами. Тамаз Цахнаки также дал указание осуществить более качественное информационное сопровождение реализации принятых целевых программ здравоохранения, а также социальных программ, направленных на поддержку льготных категорий граждан, инвалидов и семей ветеранов Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на сайте Кремля. А бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев назначен на должность заместителя председателя Совета безопасности России. По случаю назначения на должность председателя правительства Российской Федерации, исполняющей обязанности президента, глава правительства Абхазии Валерий Бганба направил Михаилу Мишустину поздравительный адрес, в котором выразил убеждение, что высокий авторитет и опыт государственной деятельности нового премьер-министра России будет способствовать укреплению социально-экономического потенциала Российской Федерации и дальнейшему повышению благосостояния граждан. Валерий Бганба также выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление союзнических отношений между двумя странами и пожелал Михаилу Мишустину успехов на ответственной должности. Личный состав российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в 2020 году повысит интенсивность проведения практических занятий на 10%. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. Военнослужащими будет проведено более 1000 занятий и тактических учений с выполнением боевых и контрольных стрельб. Солдаты и офицеры будут совершенствовать навыки стрельбы из штатного вооружения, в том числе орудий танков и бронетранспортеров, самоходных артиллерийских установок «Акация» и
реактивных систем залпового огня «Град». Занятия и учения подразделений будут проводиться на 6 совместных полигонах как в Абхазии, так и в Адыгее, Астраханской и Волгоградской областях. Всего в текущем году на лагерных сборах и полевых выходах личным составом военного соединения запланировано проведение около 600 тактических мероприятий по учебно-боевому слаживанию подразделений. Вот уже 3-й год подряд в Абхазии действует положение об аттестации экскурсоводов, в рамках которого на площадке образовательных учреждений страны открыты специальные курсы по подготовке экскурсоводов. В течение 2 месяцев любой желающий может обучиться по этой программе и пройти тестирование. В этом году прием документов на спецкурсы будет осуществляться с 20 января. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Ежегодно по инициативе Госкомитета по курортам и туризму на площадках Абхазского государственного университета, Сухумского колледжа, а также Гагарского промышленно-гуманитарного техникума имени Бориса Кихирова проводятся специальные курсы по подготовке экскурсоводов, прохождение которых является обязательным условием для работы гидом на территории Абхазии. Начинаем Новый год, мы готовимся к сезону, и на базе этих общеобразовательных площадок буквально с 20 числа начинается прием документов. То есть он будет длиться около месяца, после чего начинаются 2-месячные курсы по подготовке экскурсоводов. Кроме того, все экскурсоводы проходят тестирование. Аттестация обязательна для всех граждан Абхазии, претендующих на осуществление профессиональной деятельности на территории республики в качестве экскурсовода. Естественно, с учетом разделения экскурсоводов на 1-ю, 2-ю категорию без категории, имеется возможность у многих экскурсоводов не сдавать ежегодную аттестацию. Но с учетом прохождения 3-летнего срока экскурсоводы 2-й категории обязаны прийти в этом году, если они планируют работать дальше. То есть сроки ихнего удостоверения заканчиваются в этом году, и также основное условие ихнего предоставления пакета документов – это уже курсы не подготовки экскурсоводов, а курсы повышения квалификации экскурсоводов именно в этой деятельности. Что касается курсов повышения квалификации, то это также одно из главных требований, предъявляемых желающим работать в сфере туризма. В программу обучения входят такие дисциплины, как этнография и география Абхазии, практические выезды по маршрутам, история Абхазии и многое другое. На примере Абхазского госуниверситета существует Центр по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела. С учетом рабочей программы, которая составлена именно по подготовке экскурсоводов, программа у нас состоит из 300 часов. В эту программу входит 2-месячное обучение любого желающего, но туда же входит блочная система обучения по 8 дисциплинам. То есть это основные дисциплины, которые необходимо знать любому экскурсоводу в своей деятельности. По итогам аттестации экскурсоводам выдается свидетельство и нагрудный бейдж, подтверждающие квалификацию и разрешающие заниматься профессиональной деятельностью в сфере туризма. Гугуца Вардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 4 известных абхазских художника, работающих в совершенно разных техниках и направлениях, Диана Хиндба, Абшахакба, Саид Возба и Батал Джапуа, объединились для создания выставки под названием «Абхазия. Поздняя осень». Экспозиция открылась 16 января в Центральном выставочном зале Сухума. Выставка «Поздняя осень» с первого взгляда поражает многообразием ярких цветов и красочных пейзажей. Причудливые сочетания светотени одевают привычные на первый взгляд пейзажи в реальные оболочки. Среди более 70 выставленных картин доминируют сухумские пейзажи. Живописцы каждый по-своему приглашают зрителя к тихому размышлению наедине с природой. Игра цвета, контраста, оттенков, теней и полутонов. В мире творчества Батала Джапуа это главные составляющие. Мы обычно выбираем осень, потому что осенью красиво у нас много желтого, красного, зеленого, голубого. А летом чуть сложнее, потому что все зеленое. И цвета нету, как такового цвета нету. У нас пленэр попадает на осень, зима и весна, да, когда разнообразие в цвете. За 3 месяца совместной работы художники посетили самые красивые места не только столицы, но и Сухумского района и города Афон. Как признаются мастера, арт-пленэр как отдельный вид искусства. Он не похож на другие направления. Художник в процессе работы сливается с природой и становится с ним единым целым. Это зимний пленэр. Суть в том, что ты пишешь этюды. Писали мы каждый,
ты выходишь днем, желательно, это занимает где-то 2-3 часа. Суть в том, что ты пытаешься передать то, что ты видишь, это свой момент экспрессии. Потом, ну как вам сказать, ты пишешь совместно с художниками, вы, в принципе, видите все одно и то же. Естественно, каждый из нас пытался написать по-своему. Не знаю, как это все получилось, но и суть в том, чтобы не только был по-своему, но еще, чтобы все эти работы перекликались. Все выставленные работы, этюды и написаны примерно за 2 часа, рассказывает Диана Хиндба. Каждый из нас попытался передать свое видение одного и того же пейзажа. Подводя итоги совместной работы нашей небольшой команды, мы с удивлением обнаружили, что зимний арт-пленэр превзошел все ожидания. Выставка получилась очень яркой и красочной. Я надеюсь, что зритель заметит, что есть свежесть, свежие краски, какие-то ощущения, положительные эмоции они вызывают. И вообще для меня, вот мы все, когда развешивали вчера эту выставку, говорили о том, каждый, кстати, по отдельности подумал и сказал о том, что вот произошла какая-то магия, потому что ничего же не было. И вдруг вот такой огромный, то есть большой зал заполнен красочными работами. Арт-пленэр – это прекрасная возможность заглянуть глубоко в себя и почерпнуть там что-то совершенно новое, признаются мастера. И, конечно же, зрители это ощущают. То, как человек передает, скажем так, свое внутреннее переживание, свое отношение вот к данному пейзажу и состоянию. Именно это хотел передать художник, свои именно ощущения. Вот что можно сказать в общих чертах, оценивая данные постановки. Сразу видно, что мы же раз или два в год всегда бываем на выставках, где выставляются серии работ сегодняшних художников, да, кто сегодня выставляется, или единичные работы. И для них это был очень интересный творческий период. Вот у Дианы Хиндба видно, она как-то все-таки больше в масло уходит. Да. У Батала Джопа, конечно, он большой молодец, потому что он работает и с молодыми начинающими художниками, он участвует и в больших масштабных интересных проектах государственных. Поэтому, несомненно, это очень хороший пример для многих художников, которые могли бы, объединять такие интересные, такие творческие группы, делать такую интересную выставку. Выставка под названием «Абхазия. Поздняя осень» завершится 25 января. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященных общественно-политической ситуации в стране. После информационной программы «Амшикшара» смотрите прямой эфир с участием общественного деятеля Ливана Мика. На календаре середина января, однако в Абхазии установилась не совсем зимняя погода, а надежда детей и многих взрослых поиграть в снежки тает с каждым днем. Будет ли этой зимой снег и какая погода ожидается в Абхазии в ближайшие дни, узнавали наши корреспонденты репортажа Алики Трапш. По календарю уже прошла почти половина зимы. Однако климатической зимы в Абхазии все еще нет, как нет холодов и снега. Погода на улице напоминает то осеннюю, то весеннюю. По прогнозам метеорологов, в нынешнем году в Абхазии холодной зимы не ожидается. Зима в Абхазии, как правило, самая теплая на всем Кавказе. В зимние месяцы в прибрежной полосе республики выпадает очень мало снега, а бывает, что снега вовсе нет. Причиной этому является географическое положение, а также то, что на протяжении всей осени и зимы территория находится под влиянием теплых масс воздуха в области обширного повышенного давления. То есть антициклон, он должен дать более холодную погоду, но дело в том, что мы все время больше оказываемся в юго-западной окраине этого антициклона, оттуда подтягивает к себе эти теплые массы воздуха. Да если посмотреть карту, вообще синоптическую карту воздушных масс, то мы увидим, что вся, не только территория Абхазии, но и вся европейская Россия и Восточная Европа, часто, значит, эти территории охватывает гребень тепла с юга. И это, безусловно, оказывает на нас влияние. В настоящее время в прибрежной части Абхазии в среднем дневная температура воздуха достигает от 8 до 13 градусов тепла, ночью от 0 до 5. Температура морской воды колеблется от 10 до 12 градусов. По прогнозам метеорологов, в Абхазию надвигается сибирский антициклон, который несет с собой холода. Однако по пути он ослабеет, и после 20 января могут быть небольшие осадки в виде снега с дождем. Даже уже с 19 температуры понижаются, особенно ночные. Но потом уже
с 25-го мы думаем, что будет заходить арктические воздушные массы, и они дадут хотя бы местами кратковременный снег на побережье, мокрый снег, а в горах и так, снег. Но вы видите, вот даже в горах, посмотрите, склоны гор, там тает снег, температуры высокие даже для гор, поэтому пятна, там сплошной покров снега не виден, пятна видны, потому что тает снег. Последний раз в прибрежной части Абхазии снег выпал в 2016 году. По словам опрошенных нами жителей и гостей республики, теплая зима всех устраивает, и снега они не ждут. Очень хорошая, отличная погода, просто прелесть. У нас цитрусы все растут, цвет зачем нам надо это? Снег не надо. Нет, мы не ждем снега, нас устраивает такая зима, мы южане. И даже эта красота снежного покрова нам не нужна. Да, я приехал из Сибири. Вот эта разница, она ощущается, конечно. Тем более сейчас свежий такой ветерок, приятно, солнышко, погода великолепная. Вот. И вообще мне в Абхазии нравится. Я приехал с Карелии. У нас холодно и сыро, а у вас тут прям лето наше. У нас прям летом вот так вот. Прохладненько и тепло. Таким образом, нынешняя зима, как и в предыдущие годы, будет находиться преимущественно под влиянием теплых воздушных масс, что и позволяет сказать, что она будет теплой. Аля Катрапшин, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 16 января в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0,5, днем 8-13 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.